Здравствуйте, дорогие мои подписчики или те, кто остался в числе подписчиков. В общем, все, что от вас осталось, да? Хотя в целом я посмотрела людей, видимо, не слишком удивил, или не слишком разочаровал мой прошлый жест, жест искренности, кстати говоря, жест уважения. Я не знаю, почему часть подписчиков так странно среагировала. Ну, я в любом случае, конечно, ожидала, что такая реакция возможна. Но тем не менее, я, проявив все уважение к вам, людям, которые меня смотрят, предупредила вас заранее о своих намерениях. Я лично сама считаю, что это такой, знаете, здоровый, адекватный, взрослый формат общения. Вам было бы приятнее, если бы я тихонько съехала на нет и перестала бы там как-то вот что-то там. Я вам сразу честно сказала. Итак, теперь уже в новом формате, хотя я не знаю, насколько сильно он будет отличаться принципиально, потому что так или иначе, я, как и говорила в прошлый раз, политические темы, я их буду затрагивать, но как фоновые для того, чтобы иллюстрировать какие-то психологические явления, которые происходят отдельно в жизни людей или в жизни общества целиком. Просто видите, такая ситуация, что невозможно вообще угнаться за всеми новостями, которые происходят у нас в политике. Там постоянно что-то происходит. И пока мы записываем выпуск, что-то происходит. И пока мы монтируем, так вообще что-то происходит такое невероятное, что ты выходишь с выпуском, а ты уже немножко не о новостях говоришь, а о старостях, да, потому что это все уже, 2-3 дня как не актуально. Поэтому я подумала, что нет, этот формат, конечно, он такой немножко, да. Я сейчас еще много чего расскажу, но вы, те, кто все-таки думает, да, нажать ли эту заветную кнопочку подписаться, нажимайте на нее. Я, знаете, о чем подумала вообще, когда вот принимала это решение? Я подумала о том, что, может быть, вот люди, которые, я, еще другие какие-то отдельные личности или блогеры, хотя их и не так много, или журналисты свободные, мы вот о чем-то рассказываем, что-то вещаем, и такое ощущение, что аудитория в этот момент, когда прослушивает, просматривает, она как будто бы расслабляется. То есть я воспринимаю это так, что люди, которые посмотрели мой выпуск, они как бы прочувствовали некую сопричастность, да, к происходящему. Они, как бы поддерживая меня лайком, или комментарием, да, тем самым выразили свое фи происходящему на политической арене, но, собственно говоря, дальше-то все. Понимаете? И когда люди мне писали о том, что я никого кроме вас не смотрю, я жду только ваших выпусков, я подумала, слушайте, во-первых, я не успеваю вообще все новости, все важные новости затронуть. Кстати говоря, вот в комментариях меня один подписчик спрашивал, а почему я не затрагиваю новости об Александре Габушеве, о шамане? Потому что да, вот так вот вроде бы вот какие-то яркие события, которые привлекают мое внимание, происходят, мы записываем выпуск, в этот момент происходит, допустим, суд над шаманом, совершенно несправедливый, или захват его, да, Росгвардия в числе 12-13 человек пришли там, да, наваляли там человеку, который вообще, в принципе, физически не мог сопротивляться даже, против 13 человек. И вот это вот все как-то происходит между какими-то другими яркими событиями, да, забыла, честно говоря, забыла, хотя вот лично меня вот это вот преследование шамана, конечно, тоже просто возмущает. Оставьте человека в покое. Я, естественно, против карательной медицины, потому что в целом я считаю, что людей, в отношении которых реально можно было бы применить эту карательную медицину, гораздо больше. И это далеко не шаман. И тогда я подумала, что действительно, может быть, я вот тем, что что-то вещаю, да, просто приучаю людей к тому, что вся вот эта вот политическая повестка, вся абсурдность событий, вся возмутительность того, что происходит, она как бы для людей становится нормой. То есть люди как бы привыкают. Да, то есть есть люди, которые выражают свое некое оппозиционное, да, мнение или взгляд, хотя, понимаете, это не оппозиция. Я себя, допустим, к оппозиции не причисляю. То есть это люди в целом повесили такой ярлык. Либо ты за власть, либо ты оппозиционер. А если мне реально не нравится то, что происходит во власти, я не могу себя назвать каким-то таким реакционным уж оппозиционером. Понимаете, вот эта вот крайность. Либо ты против Путина, да, и значит ты за Навального. А значит, если ты против Навального, то значит ты тогда за Путина, что ли? Так, что ли, получается? Это же как бы такая, абсолютно ограниченное восприятие.
так называемая дихотомия, да, то есть есть черное, есть белое. Да, я сама по себе достаточно категоричный человек, то есть категоричность моя, она в целом выглядит действительно вот такой, что прямо как будто бы я воспринимаю только черное и белое, но я, честно, ни того, ни другого не поддерживаю. Я вас сразу предупредила, да, я вот свое мнение по поводу Навального высказываю, потому что оно мне важно в подкреплении моих доводов. Основным доводом было то, что он поступил совершенно нелогично, дав понять людям, что там что-то нелегитимно с этими поправками и так далее. Да? Вы что думаете, там, я не знаю, люди в Нижнем Куранахе думают о том, что такое легитимность или нелегитимность этих поправок, что ли? Где-нибудь там в какой-нибудь, я не знаю, деревня Кукуева какой-нибудь там, да? Они что, думают о том, что вот поправки это легитимно или нелегитимно? Надо проще выражаться. Вот таким же языком нужно было разговаривать тогда на тему поправок, как потом уже созывали на митинги. Я вот просто об этом говорю. Для меня это абсолютно нелогично. Даже если эти поправки нелегитимны, тем не менее, ну, они вступили в силу. И то есть просто нужно было сказать, идите и проголосуйте против. Все. Какие варианты? Ну, или другой вариант, да, он мог сказать, вы не ходите, потому что это опасно, заразно, и как бы это бессмысленно, потому что они нелегитимны, а у нас есть другая альтернатива. Я предлагаю там то-то, то-то. Что он предложил? Ничего. Вот и все. А принятие этих поправок, основная идея-то в чем? В том, что это обнуляет его главного политического оппонента Путина. И по факту он сыграл на его пользу. Вот и все. И здесь не надо ничего прикрывать словом конспирология или еще что-то. Проект Кремля, ну, как бы это условное название. То есть тогда, когда ты, в принципе, создаешь фон, который благоприятен именно для Кремля. Вот и все. Поэтому, конечно, меня напугала, да, вот эта вот позиция, что люди смотрят только меня. И я решила с вами поделиться вот своим рецептом приготовления этого блюда, да. То есть, чтобы, если действительно вам сложно каким-то образом ориентироваться в этом мире политических новостей, но вам, тем не менее, это интересно, я вам расскажу, как я это делаю. Я читаю всего несколько сайтов для того, чтобы просто по диагонали сравнить, что происходит. Да? И то не всегда, и то в контексте, допустим, ссылок где-то в телеграм-каналах, которые я читаю чаще, кстати говоря. И основные сайты, которые я посещаю время от времени, это что? Это «Новая газета», это «Лента», это РБК и это «Медуза», естественно. Все, 4 сайта. Если меня интересует информация в республике, то здесь я читаю исключительно телеграм-каналы. Только телеграм-каналы. Прежде всего это какие? Это News of Якутия. Это полный агрегатор вообще всех новостей. При этом, при всем, я не знаю, кто вот им управляет. Ну, у людей чувствуется все равно какой-то индивидуальный подход, какая-то индивидуальная подача. Да? То есть какую-то реакцию они тоже пишут. Это, естественно, Сахадей. Мне нравится формат вообще, в каком работает Сахадей. Это совершенно разнообразный материал. Очень много журналистских, действительно качественных материалов. То есть тогда, когда люди берут интервью у других людей, тогда, когда журналисты берут чьи-то комментарии, допустим, по тем или иным резонансным событиям. Опять же, они делают выжимку из каких-то из всей новостной повестки. Естественно, я также читаю канал, это канал Виталия Обедина, то есть это исключительно его видение и подача тех или иных материалов с именно таким, знаете, аналитическим подходом, то есть человек вообще в этой теме достаточно давно, достаточно глубоко, поэтому, это всегда интересно. Также я читаю канал Art.ru. Тоже там бывают такие очень прямо острые, очень такие язвительные, вот как мне нравится, да, моменты. Я не говорю, что я со всеми во всем согласна, но я делаю свою выжимку собственную. Поэтому сказать, что это вот прям какая-то в чистом виде реакция моя индивидуальная, и я там совсем полностью... Конечно, я опираюсь на новостные издания, безусловно. Невозможно вообще сидеть и все быть в курсе всего. Поэтому и еще я читаю ЕКТ Таймс. Это Владимир Нифонтов. Владимир Нифонтов, он меня как-то не очень жалует на самом деле, да, он как-то так не очень пренебрежительно обо мне пишет. Но, честно говоря, я не разделяю людей на тех, кто ко мне трепетно относится или кто не трепетно относится, да, потому что в ЕКТ Таймс это действительно тоже хорошие аналитические материалы на экономическую, на политическую тему. Я вам рекомендую. Я ссылки на все эти телеграм-каналы здесь в описании оставлю. Просто для того, чтобы вы при желании подписались и понимали вообще, что формирует лично мою
лично мою повестку для моего понимания, да. Ну, а также есть еще такие анонимные телеграм-каналы под названием, допустим, «Сугубо мнение». Хотя есть мнение, что сугубо мнение – это мнение сугубо Владимира Нифонтова тоже, да. Ну, не суть важно. В общем, такие вот интересные каналы, на мой взгляд, на основе которых можно понимать, что и как происходит в нашей республике, в нашем городе, и быть всегда, так сказать, держать руку на пульсе. Вот. Я не считаю, что вообще людям, в принципе, нужна информация, приготовленная по моему рецепту. Вы сами в состоянии это сделать, поэтому, пожалуйста, вот вам исходники, вот вам источники. Может быть, у вас есть еще свои какие-то любимые телеграм-каналы или сайты. Если хотите поделиться, напишите в комментариях, тоже посмотрим, да, вдруг там тоже какие-то такие интересные для чтения каналы. Вот, поэтому я считаю, что это абсолютно такой, знаете, адекватный взрослый подход был. Когда выходит выпуск, я понимаю, что он уже не актуален. И вот знаете, вот это вот, неприятно. Неприятно. Ты что-то делаешь, делаешь, прилагаешь усилия, да. И опять же, это же все не бесплатно. И тем не менее, получается, ты уже опоздал. Там чего-то не учел, чего-то не сказал, потому что этого еще не произошло на момент записи выпуска. И кто-то вот писал о том, что якобы Алексееву там надавили на нее, задавили, там наехали, что там гайки закрутили, да? Вы вот прям реально думаете, что Алексеева сейчас вообще имеет какое-то такое решающее значение для власти, что ли? Вы серьезно? Вы понимаете, что мы, извиняюсь, просрали как бы голосование по поправкам российским, мы в общем, да, вообще все россияне, и в целом как бы мы... опять этот же глагол, выборы мэра города. Все. На что еще сейчас можно повлиять? Я вот про это говорю, что в принципе, да, вот я свою активность видела в том, чтобы привлекать людей к тем событиям, где важен голос, где важно участие. А просто рассказывать у меня никогда не было такой задачи, никогда не было такой цели. Просто рассказывать о новостях, что у нас случилось, что в этом интересно. Вы это сами можете прочитать. Да, окей, хорошо, были классные комментарии на тему того, что жаль, у вас была прикольная подача, манера, мы всегда смотрели, там, смеялись. Вы также можете продолжить смеяться, у меня сарказмы множественные, они у меня не прекращаются, поэтому оставайтесь на канале, смотрите, смейтесь. Это же такая вещь, она от политической темы или повестки вообще совершенно не зависит. Это вот мое личное отношение к этой жизни, да, я все равно ее воспринимаю с юмором, с иронией, временами с сарказмом. А самое-то главное, что я хочу сказать, что власть не боится Алены Алексеевой. Власть не боится Виталия Обедина. В том формате, в каком мы вещаем, да. Власть не боится телеграм-каналов. Она боится реакции народа. А народ успокаивается. Почитав одних, посмотрев на других, и да-да-да, мы с вами солидарны, мы с вами согласны, и все, да, и на следующий день происходит что-то новое. И по сути, ничего не происходит. По сути, вообще, вот это дно, оно все сильнее и сильнее усиливается. Вы вспомните, как мы жили лет 5 даже назад. Или лет 10 назад. Вот такого трэша не происходило, если честно. У меня там такое ощущение, что вообще концентрация всего вот этого негативного. И дело же не в том, что я решила замолчать, чтобы это сокрыть. Я просто устала вот это перелопачивать. Вы это можете сами сделать. И, может быть, ваша реакция будет как-то посерьезнее, поинтенсивнее тогда, когда я, условно говоря, отойду в сторону. Я не говорю про всех людей, да, у меня нету в этом плане короны на голове. Я говорю конкретно про тех, кто смотрел и смотрит мой канал. И вот я анализировала реакцию людей, которые писали о том, что я разочарована, отписка, я разочарован, да, отпишусь от вас. Знаете, что я хочу сказать? Знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что это, такое не соответствующее духу времени поведение. Это очень инфантильная реакция. Я должна вас просто предупредить об этом, что вот такая манера реакции и реагирования, она вас отбрасывает. То есть это происходит какой-то такой откат, да? Это такая очень архаичная модель поведения, когда я обиделся, я тебе об этом должен сказать, я был тобой очарован, а теперь я в тебе разочарован. Это совершенная негибкость. Это свидетельство того, что не очень сильно развит эмоциональный интеллект.
То есть вы не в состоянии проявить эмпатию, да, то есть просто даже встать на мое место и вот представить то, о чем я вам говорила, что я не люблю безрезультатную работу. Я не люблю работу, которая не приносит мне морального удовлетворения. Я абсолютно свободный человек, я вправе себе выбирать деятельность любую, какую я захочу. Если вы видели мои сюжеты, ну это что-то наподобие сторис здесь в YouTube, да, у меня есть хобби, я занимаюсь покраской кожаных элементов автомобиля. Вот это вообще классное занятие. Я вижу такой, знаете, обдрыпанный руль, весь такой облезлый, да, и я его потом привожу в идеальное состояние. Я вижу результат. И мне действительно по кайфу этим заниматься, потому что, ну вот я такой человек. Я хочу делать то, что я потом в итоге вижу в виде результата. Почему я хочу заниматься психологией? Потому что я тоже вижу результат. Да буквально после прошлого выпуска у меня было 2 человека, записались на консультацию. Слава богу, на онлайн, поэтому мы достаточно быстро это все провели. Потому что в офлайн ко мне сейчас записаться невозможно. И что? Мужчина один 30 лет записался на консультацию, и он решил свой вопрос. Он в течение 40 минут, по-моему, у меня консультация длится 60 минут. В течение 40 минут он решил свою проблему. Он несколько раз произнес слово «мне легко», «я теперь чувствую себя свободнее», ну вот или что-то вот в таком контексте, да, увереннее. Это разве плохо? Это классно, я вижу этот результат, я слышу его по голосу человека, я вижу его по глазам, и это реально классно. А вот то, как вы себя ведете, это, понимаете, вот если даже накладывать, допустим, на отношения, вот, ну, я не знаю, в семье, там, да, между родственниками или между партнерами, когда вот ты меня разочаровал, а вот, допустим, вот я, да, вот так вот я отношусь к Навальному, и, понимаете, вы для себя примите решение, да, вы принимаете человека таким, вот с этим его недостатком, да, или вы не принимаете? Потому что просто ковырять его, этого человека, говорить: слушай, почему ты ездишь на охоту, да? Я не хочу, чтобы ты ездил на охоту. Поменяйся, пожалуйста, прекращай ездить на охоту. То есть женщина, допустим, вот она запрещает мужу своему ездить на охоту. Или она каждый раз разочаровывается в том, что он это делает. Ну, блин, я такой, что называется, да? Я вот такая. Я себе могу позволить свободу выбирать вообще любую сферу деятельности, любое проявление интереса, и это мое абсолютно хозяйское право. А вы, соответственно, делаете что? Либо принимаете меня целиком вот такой, какая я есть, ну, либо окей, мы просто не продолжаем наши отношения. К чему вот эти вот слезы, страдания, да, вот эти заламывания рук, ну вот что это оно вам даст? Я же сразу сказала, что я не буду все равно никакие ваши доводы, принимать, потому что я вот в этом конкретном вопросе я для себя приняла уже свою определенную позицию. И я давно на этот счет обдумывала, давно эту тему для себя, пытаюсь прийти к какому-то знаменателю, все, я пришла. Никто никогда нам не скажет, права ли я или правы ли те, кто считает, что Навальный действительно жертва и он действительно оппозиционер. Нам вот сейчас, на данный момент, никто не скажет. И моя смелость в том, что я даже не зная, что там будет в будущем, но в будущем он, к примеру, да, вдруг, допустим, Навальный выйдет тогда, когда там, не знаю, через какое-то вдруг не очень продолжительное время Путина не станет. Я не знаю, по какой причине. И что? Вы же тогда накинетесь на меня, скажете: вот, Алена Алексеевна, да, ты ж была не права. Я готова к этому. Ребята, я абсолютно готова к любому повороту. Я сама несу ответственность за свои поступки. Поэтому, к чему вот эти ваши разочарования? Окей, хорошо, разочарованы, да? Но я вам еще раз говорю, это такая немножко не очень зрелая позиция. Потому что вы либо просто, для себя решаете, что все окей, я не продолжаю жизнь с этим человеком, тем более, что я вам не жена, не муж, не мама, не сестра. Я просто человек, который вообще живет в своем отдельном мире, да. Вы не знаете вообще, как я живу, вы не знаете, что я делаю, вы не знаете, сколько усилий я прилагаю или не прилагаю для того, чтобы записывать выпуски. В общем, будьте старше, будьте взрослее, да, наконец, становитесь ответственнее сами за свой выбор, за свои подписки и так далее. Это, по идее, все не очень сложно так-то на самом деле. В этой связи, вот что у нас последние дни происходит, да? Самая страшная тема такая, которая привлекает внимание, это пожар.
Я не буду про сами пожары говорить, там много всего происходит, тушится, не тушится, кто-то там вообще где-то гуляет в других местах и в других городах. Была ситуация, когда одна блогер с большим количеством подписчиков решила собрать денег в помощь тушению пожаров. И вот зачем вот это вот делается? Потом глава Сунтарского улуса, для тушения пожаров, в котором она собирала эти деньги, он записал видеообращение, где четко сказал: да, вот у нас такая ситуация тяжелая, тому прочее, тому подобное, но я вас попрошу воздержаться от всевозможных акций по сбору средств на тушение пожаров. Почему? Потому что средства на такие ситуации в бюджете предусмотрены, он прям прямым текстом это сказал. Маны дағатан этекпен бағарабын. Қас бейді нәхелек бюджетігер үксаллақ бұғыға майгыға ден анан асқа өлге, уматыққа, тұттар тәрелерге үп көрілер. Бүгінгі күн тұрғынан барыта этәңге бағарылдан ер. Мен әхеттен көрді хүләқпен. Көмі акциялары ұтарғытыттан тұттуна түйен кетігер. Кто попросил этого блогера собирать деньги? Она сама вызвалась? Вообще, насколько это этично вот таким вот образом поступать? Насколько вообще человек считает, что он сможет отчитаться по потраченным средствам? Вообще, почему она сама решила это собирать? Это вот знаете, как если представить, допустим, народ как жена, опять же, да, а власть как муж. И вот муж. Да? Вот он там что-то делает, что-то работает, там, ни шатка, ни валка, что-то у него плохо получается. Да? И что делает жена? Она, не спрашивая у него, начинает лезть с какой-то своей помощью. Не получается, допустим, уволили его с работы. Да? Что делает не очень умная жена? Она устраивается на вторую работу. Или она делает все, чтобы сохранить тот уровень жизни, на котором они остановились, да, на тот момент до того, как муж уволился. То есть, допустим, они каждый вечер ели на ужин котлетки с брокколи. И вместо того, чтобы сказать: дорогой, я знаю, у тебя все получится, мы сейчас немножко затянем пояса потуже, да, и перейдем на макароны с тушенкой. Но я очень верю, я знаю, что ты найдешь работу, что мы снова будем питаться котлетками с брокколи. Но нет, жена, у нее стресс, она в тревоге. Как это, мы не будем есть котлетки с брокколи, что ли? Мы, что ли, не будем брокколи есть? Или мы не будем котлетки есть, что ли, да? Я побегу, я сделаю все, я помогу своему мужу, я начну работать вдвойне, да? То есть у меня же получается, я могу найти работу, я могу подрабатывать. И какой результат? У таких женщин, как правило, этот мужчина вообще потом ничего не ищет. Он вообще с дивана не встает. Он думает: так, подождите-ка, я потерял работу, я ж кормилец, но при этом ничего не изменилось. Мы все так же продолжаем есть котлетки с брокколи. То есть это означает что? Это означает первое, что жена сама справляется. Она может, оказывается: да я не знал, дорогая, что у тебя есть там какая-то резервная турбина, да, что ты можешь, оказывается, если надо, разогнаться. Второе, он подсознательно понимает, что на нем вообще никакой ответственности нету за будущее семьи. И потом эта женщина хочет, чтобы он испытывал это чувство ответственности за семью, где он, в принципе, к которой он не причастен. Это же нелогично. И потом он будет дальше говорить: да, слушай, место президента «Газпрома» еще не освободилось, поэтому я ищу, да, я жду, когда меня позовут, потому что все остальное, оно недостойно меня. А если бы женщина сказала: о, как грустно, дорогой, да, они вообще с тобой несправедливо обошлись, ты такой замечательный специалист, ты такой прекрасный, да, конечно, ты обязательно найдешь работу, ничего страшного, мы сейчас будем питаться гречкой, да, какое-то время, месяц-два, пока ты не найдешь работу, и месяц-два питаться гречкой, и смотреть глазами Шрека в глаза мужа каждый вечер, чтобы он просто уже не мог вынести этого взгляда и нашел, наконец-таки, работу. Вот в этом вопросе женщинам необходимо терпение. Точно так же, как и народ, он не должен решать вопросы правительства и начинать какие-то сборы средств для тушения пожаров. Вас просили об этом? Нет. А к чему это было-то тогда вообще?
Я вот эти вот аналогии очень часто провожу. Ну, давайте перейдем к вопросам и ответам. Я так поняла, что действительно многим эта рубрика, вот такой вот формат зашел, потому что в Инстаграме я на это отвечаю, но там технически сложнее, очень долго писать ответы на каждый вопрос, а здесь оказалось это очень удобно. Видео, озвучить то, что интересует людей, очень классно. Очень привязана к мужу, хочу везде с ним быть. Иногда он говорит, что ему это не очень нравится. Это совершенно адекватная реакция на вот такую вот не очень здоровую привязанность. Потому что тогда, когда вы вот так привязаны, это свидетельство того, что вам самой собой неинтересно. В вашем кругу, видимо, нет друзей, с которыми вы можете встречаться в тот момент, когда, допустим, ваш муж встречается со своими друзьями. У вас нет каких-то интересов, которые бы вас отвлекли, увлекли, и вы полностью растворяетесь в муже, делая из него, ну, некого такого, я не знаю, идола своего собственного, да, или свою собственную вещь. И это абсолютно слабая позиция, из которой вы живете и общаетесь. То есть вам на самом деле необходимо вот уравновешивать этот баланс, то есть прекращать быть зависимой полностью от человека другого. А вы так делаете, потому что вы пока себя до конца не знаете. Вы не знаете, какие у вас интересы, вы не пытаетесь расширить сферу своих увлечений, вы не пытаетесь раскрыть темы, которые бы помимо быта и общения с мужем тоже бы вас заинтересовали, а в мире очень много интересных тем. Поэтому вот такие вещи, когда зависимость, да, такая зависимость от человека, это абсолютно слабая позиция. И вот у меня в методичке в моей, которая в ближайшее время тоже выйдет в продажу, как раз есть рекомендации о том, как выходить из этой слабой позиции и обратно становиться сильнее, да, потому что человек в ходе жизни, он может балансировать, он может выпадать из сильной позиции в слабую позицию. Например, женщина, она до рождения ребенка, она была вся такая ухоженная, у нее было много времени на себя, она встречалась с подружками, с друзьями, ходила куда-то в кафе, много чем интересовалась. Потом, значит, она вот когда родилась, засела полностью дома, все закрылась, замкнулась, у нее сфера интересов резко сузилась. И тут она понимает, что она перестала быть интересной своему мужу. Потому что тоже ее позиции ослабли. Она ничем не интересуется. Ну, окей, понятно, да, что ребенок очень много времени отнимает. Но, во-первых, нужно понимать, что это временно. И самим не позиционировать себя как человека, который прям совсем стал неинтересным. Потому что таких вопросов очень много. Я вижу, что я перестала быть интересной для своего мужа. Как изменить эту ситуацию? Изменить эту ситуацию можно однозначно, только став самой интересной личностью. Что делает личность интересной? Это ее разносторонние увлечения, это ее эрудиция, это ее знания, это ее владение не только одной узкопрофессиональной какой-то сферой, да, а какой-то более широкий кругозор. Это такое оптимистичное вообще отношение к жизни в целом. Я не говорю, что оптимистично смотреть на новости, как вот мне периодически один наш депутат-хайпажор рекомендует, да, он все время там, кстати, тоже вот недавно меня дергал на тему вот этих негативов и всего прочего. Да, кстати, давайте я вам подробно расскажу про эту ситуацию. В общем, он сказал, что люди друг друга бревнами на улицах избивают, люди там становятся агрессивными. Почему? Потому что есть такие негативщики, которые обсуждают политику, политиков, переходят на личности, а потом они говорят: я устала обсуждать политику, и уходят из политики. То есть он меня буквально обвинил в том, что у нас люди, я не знаю, там спиваются, да. Видимо, он считает, что бомжи, которые избивали друг друга вот этими бревнами или какими-то, я не знаю, столбами, это люди, которые почитали Алену Алексееву. Ну, то есть это, наверное, кто-то из моих подписчиков, да, и он такой негатива набрался и пошел. Или там в Жатае, когда избивали. То есть это тоже кто-то, наверное, начитавшись меня. Ну, в общем, человек совершенно не понимает, что по факту это люди, которые благодаря неумелому управлению и неумелой, некачественной работе наших властей, наших депутатов в том числе, пришли вот к такому уровню жизни, вот к такому качеству жизни. Поэтому здесь, конечно, нельзя настолько сильно путать понятия. Вообще у нас подозрение в Телеграме, что периодически у Павла
Ксенофонтова, его внутренний ребенок отбирает телефон и начинает что-то там строчить и писать, да, потому что вещи какие-то вообще бывают совершенно, ну, ты читаешь и понимаешь, ну, взрослый мужчина не мог такое написать. Ну, как бы не мог, да, но по факту на практике это все написано. И он, кстати, обещался пройти мой курс «Лаборатория счастья 2.0». Я ему сказала, что скидок-то я не делаю. Поэтому, если захочет пройти, пойдет на общих началах. Так, дальше какие у нас вопросы? Если муж винит всех вокруг, но не себя, что это означает? Что он не хочет брать ответственность? Ну, это может означать много чего. Ну да, то, что он не хочет брать ответственность прежде всего. Во-вторых, то, что, может быть, его в детстве очень сильно мотивировали на хорошее поведение, насилие, может быть, его били, да? Или, может, психологически давили. То есть его вообще не хвалили никогда за какие-то хорошие поступки, а видели в нем только негативное поведение. И человек привык, да, то есть он боится, что его будут ругать. У него там какой-то определенный стресс, вот прям невротическая реакция происходит, поэтому ему страшно. И ему хочется вот за любой косяк сразу найти виноватых. Он не хочет сам быть виноватым. Нужно посмотреть, если это была очень авторитарная манера воспитания. Кстати, про типы воспитания я где-то давным-давно еще рассказывала в одном из выпусков. Вот, поэтому это вот такая вот у него форма привязанности. Ему страшно, он боится. Могут ли люди с разных слоев общества, ну и показывается денежный мешочек, да, видимо, что-то связанное с материальным положением, быть вместе и уважать друг друга? Да, теоретически могут, ну и на практике такое бывает, но вообще компонентами, которые позволяют людям быть вместе, главное не то, какая разница в материальном достатке. Да, потому что материальный достаток – это, в принципе, выражение разных факторов. Ну, если мы не говорим сейчас о том, что люди разбогатели на коррупции, да, где-то там по линии бюджета своровали много денег, миллиарды, и теперь вдруг разбогатели, и вот там, к примеру, я не знаю, там сын из вот такой вот коррумпированной семьи, и девочка из какой-нибудь простой семьи, где достаток, ну, далеко не очень высокий. Теоретически может быть, но по факту очень много моментов, по которым эти люди могут не сойтись. Почему? Потому что когда у людей есть возможности материальные, у них, соответственно, расширяются возможности другого порядка. Да? Они могут себе позволить путешествия. Путешествия что дают? Они расширяют кругозор. Они могут получать образование, такое качественное, хорошее. Ну, как бы, если у вас нету такого какого-то шаблонного образа, что молодой человек из богатой семьи – это обязательно какой-нибудь шалопай, который ездит и разбивает машину свою, да, а вы понимаете, что человек может иметь, ну, действительно адекватный настрой и интересоваться жизнью. Это люди, которые, имея свободное время, посещая разные страны, они могут интересоваться чем? Живописью, культурой, музыкой, да, то есть вот такой богатый, широкий кругозор. И при этом, при всем, у таких людей может просто формироваться отношение к жизни такое, что я могу себе это позволить. Не потому что даже материально, а потому что, оказывается, мир полон возможностей. Я их вижу. Человек видит эти возможности. А другой человек, который привык на себе экономить, да, который привык что-то донашивать, допустим, за старшими братьями или сестрами, который привык думать, ну ладно, я вот как бы тут потерплю, да, на одной ноге посплю, ну вот что-то такое, какие-то лишения испытывать. У него не формируется видение и отношение к миру такое, что вот я в этом мире что-то могу. Понимаете? Это просто у человека шоры на глазах возникают. И он думает, что он не в состоянии. Хотя тут вообще материальная составляющая, она не такая значимая, не такая значительная. Это как дети, они просто слепо верят, что волшебство возможно. Это как тот же Илон Маск, да, кто ему говорил, бесконечное количество людей говорили, крутили у виска, да, что-то такое придумал. Но он притворил, потому что вот он верил, что у него это получится. И в большинстве случаев вот такие вот вещи, как бы они неосязаемого порядка, да, это вот ограничивающие убеждения какие-то, низкая самооценка у человека, вот они мешают представителям разных слоев общества создать пару. Ну, такую качественную имеется в виду пару. Они в прямом смысле деньги. Деньги в прямом смысле, они, это просто как инструмент, да, это, хотя они энергия, конечно, в некотором смысле, но по факту это же не сами, это то, что вы можете приобрести, имея деньги.
И вот я, честно говоря, очень часто поражаюсь тому, что люди, у которых не очень хорошие взаимоотношения, допустим, имея возможность приобрести, я не знаю, книгу какую-то, да, или какой-то развивающий курс, ну, тот же мой, допустим, «Лаборатория счастья 2.0», это реально классный курс, они выбирают заказывать пиццу, суши. Тут 2 раза заказал такую доставку, ты мог бы себе купить целый курс, там, 30-часовой программы, где тебе полностью все объясняется, разжевывается, с практическими заданиями, и ты кардинально меняешь свою жизнь и вообще по-другому начинаешь на нее смотреть, и вообще другого порядка вещи тебя интересуют, и ты растешь, ты развиваешься и так далее. У тебя улучшаются отношения, ты вдохновляешься этими отношениями, ты идешь больше, работаешь, с удовольствием работаешь и зарабатываешь больше, и твоя жизнь налаживается. Но нет! У меня все плохо, я пойду закажу суши. Вот поэтому, собственно говоря, я и решила заниматься вот таким направлением больше. Потому что это своего рода воздействие на общество. Я как бы захожу с другой стороны. Для меня важно поменять образ мышления людей. Сказать, что то, что у вас сейчас нету денег, это не в чистом виде, потому что вот вы должны ждать подачек от власти или от правительства или от президента. Это в вашем образе мышления, действительно. Да, я насчет высказываний там той же Аяны Николаевой, конечно, стебалась, да, но доля правды-то в этом есть. Доля правды-то в этом есть. Ограниченное мышление или неограниченное мышление. Очень люблю мужа, но уже не как мужчину, а как родственника, что ли. Это новый уровень любви или как? В целом, да. В целом, да. Это уже как бы новый виток отношений, это уже такое более близкое, партнерское взаимоотношение. Тогда, когда вот наша идеализация партнера, она завершается, и мы видим этого человека таким, какой он есть, со всеми его достоинствами, со всеми его недостатками. И тогда, когда прошел этап принятия недостатков, ну, как бы анализ, да, я принимаю эти недостатки или не принимаю. То есть, если человек не принимает, он, в принципе, люди могут на этом этапе разойтись. Но тогда, когда партнеры принимают недостатки друг друга, вот происходит именно такое сближение. То есть, это уже как бы такое, вот как дружба. Некоторые говорят, что мы вот как родственники становимся. Да, родство душ. Свекровь часто упрекает мужа. Ничего хорошего от тебя не дождешься, дурак, принижает его заслуги, насмехается, а муж не такой. Как на это реагировать? Ну, вы прямо и хвалите мужа по тем моментам, по которым свекровь критикует. И пускай муж сам делает выводы. Во-первых, это, в принципе, вам плюс. Да, вы будете на фоне свекрови гораздо выгоднее выглядеть. Ну, это если вот прямо из таких корыстных соображений, да. А в целом, как бы, вы просто будете поддерживать морально своего близкого человека, своего любимого человека. Вот на самом деле, когда говорится о том, что нужно поддерживать друг друга, речь только о моральной поддержке. Вот когда женщина говорит, я решила помочь своему мужу и там устроилась на вторую работу, нет. Вам нужно вашего мужа поддерживать морально. И вот поддержка в виде похвалы, вот, допустим, там, ничего хорошего от тебя не дождешься, дурак, ты такой умный, ты такой молодец, у тебя все получается вообще, да, не получилось, ничего, у тебя в следующий раз получится, я знаю, И вот прямо на каких-то конкретных примерах, которые вы в качестве опоры, да, приводите из тех его достижений, которые были, формируете этого мужчину в виде такого сильного, уверенного в себе. Ну, вот про это говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина, да. То есть вот вам, если силы достаточно, чтобы не обращать внимания на то, что говорит свекровь. Вообще, в принципе, можно забыть о ее существовании или использовать ее минусы себе в плюсы. Как выйти из роли мамочки? Хочу, чтобы муж стал самостоятельным и ответственным за поступки. Ну вот представьте, что это отдельный посторонний практически человек, да, со своей экосистемой. Перестаньте это контролировать, перестаньте спрашивать, как он сделал, почему он так сделал. Сделал. Вот здесь тоже нужно терпение. Если у вас терпения не хватает на это, к сожалению, ну, наверное, будет сложно выйти из этой роли. Стоит ли прощать измену? 3 детей, я тоже не вкладывалась в отношения, а он хочет возобновить отношения.
Слушайте, когда вы приводите аргумент в виде трое детей, да, вот это вообще не аргумент, потому что трое детей – это трое детей. Даже если между собой родители не в ладу, по отношению к детям родители остаются родителями при любом раскладе. Поэтому тогда, когда вы вкладываете вот типа, вот у меня вот такая вот текущая справка, да, вот трое детей, но вот он мне изменил, и что делать, да? Прощать. Во-первых, прощать. Не все понимают адекватно, что такое прощение. По-моему, мы на эту тему уже говорили, что прощение – это не обнуление косяков. Прощение – это принятие того факта, что так произошло, но мы теперь начинаем жить по-новому и общаться по-новому. И тут нужно меняться не только тому, кто изменил. Меняться нужно и человеку, которому изменили. Потому что если вы говорите, что сами не вкладывались в эти отношения, да, морально, эмоционально, ну вот они вполне логичные последствия этого вашего игнорирования, понимаете? 16 лет в браке, есть любовник, старше на 20 лет женат. Все мысли о нем как забыть. У меня два вопроса, начинающихся со слова «зачем?». Зачем вы заводили себе любовника или зачем вам его забывать? Ну вот, то есть как бы ответьте себе на эти оба вопроса, и вам станет все понятно. Муж не рассказывает о работе, делах, говорит, зачем тебе это, в итоге нам не о чем разговаривать. Ну, поговорите о чем-нибудь другом, потому что тем очень много на самом деле. Ну, может быть, действительно есть какие-то проекты, процессы, может, у него работа устроена таким образом, что это либо скучная рутина, может, он ее не любит, или, может быть, пока не хочет раньше времени о чем-то говорить. И почему вы делаете акцент только на работе? Может, вы спрашиваете об этом, и это выглядит так, как будто вы лезете в его работу, потому что его работа – это его личное дело. Он вообще, в принципе, не обязан о ней рассказывать. Хочет, если сам рассказывает, он рассказывает. Не хочет, не рассказывает. Бывшая запрещает видеться, запрещает видеозвонки с дочкой. Что она этим делает? Не понимаю. Что она делает? Она наказывает вас, по всей видимости, или манипулирует. Может быть, у нее есть определенная цель. Если вы все-таки настроены на то, чтобы общаться с ребенком, я считаю, что здесь в этом вопросе нужно просто проявлять настойчивость. Без, конечно, каких-то там аффективных состояний, без агрессии, спокойно продолжать говорить об одном и том же. Я хочу видеть свою дочь. Я хочу общаться со своей дочерью. И, кстати говоря, если что, у мужчины абсолютно такое же право, как и у женщины, то есть я имею в виду у папы такое же право, как и у мамы, подать в суд и потребовать. Потребовать, зафиксировать время общения, формат общения и так далее. Вы думаете, это какая-то такая вещь, которая создана для того, чтобы выбивать элементы из мужчин? Нет, это семейное право называется. Почему я стесняюсь своего парня? Хотя я его люблю, и мне комфортно с ним вдвоем. Потому что для вас имеет значение, что подумают другие. Потому что для вас имеет значение оценка всего, что происходит с вами, в том числе и вашего парня. Потому что вы не опираетесь на свое собственное мнение, вы его не можете до конца сформировать. Либо вы не уверены до конца в своих чувствах, да, либо вы просто не можете расслабиться, и вам важно, чтобы было какое-то внешнее одобрение. И это тоже говорит о чем? Об отсутствии вот такой вот адекватной самооценки, да, то есть когда люди ждут какой-то реакции извне, одобрения или боятся осуждения, это то, что они, говорит о том, что они ориентируются на внешнюю оценку. Рассказать ли подруге, что ее муж изменяет ей, только сама узнала на днях? Я категорически вообще против того, чтобы третьи лица вмешивались в отношения, не знаю, недавно тоже задавали такой же вопрос, но там была сестра, узнала о том, что муж сестры изменяет. Здесь смотрите, какой момент. Да, это для вас близкий человек, и вы хотите его информировать, но, во-первых, да, если, опять же, речь идет о том, что ваша подруга просто, допустим, вышла замуж, и по единственному моменту, что вот у нее в паспорте внесена запись, что вот ее мужем является, супругом законным является такой-то, такой-то, она считает, что все, то есть мы друг другу должны и обязаны. Должны не изменять, должны сохранять верность. Да, должны, верность обязаны сохранять, но если она, в принципе, не вкладывалась эмоционально в отношения, если она, допустим, родила ребенка или несколько детей и полностью ушла в детей, по факту это получается измена мужу с детьми.
Ну, я понимаю, сейчас для многих там вообще такая бомбящая фраза, как-то так можно с детьми изменять, это же святое. Ну, нет, потому что у вас все равно первичнее ваш мужчина. Так же, как и для мужчины первичнее женщина, да? То есть вы собственной любовью, собственным примером демонстрируете детям. Не надо там прям что-то сидеть и объяснять, и втирать, и прям воспитывать. Понимаете, очень многие семьи, причем уходят в это раздельный сон, когда мама спит с детьми, а муж отдельно на диване, понимаете? И вот это вот все можно назвать, ну, психологической изменой. Вот и вы, допустим, расскажете этой подруге, а подруга-то, она же понимает, что она сама виновата в том числе, да? Или даже, если даже подруга прекрасная, у них прекрасные отношения, как будто бы, да, потому что ну, она действительно, она просто такая женщина-забота, женщина-семья. Может быть, у нее там какой-то период сейчас очень активный на работе, да, она должна в это вкладываться. А этот козел просто, может, у него натура такая козлиная, да, гулящая. Вот он ей изменил. Но она этого не замечала, потому что он ей: «Ой, сю-сю-сю, моя хорошая, моя там ласточка, моя там рыбонька», да, то есть вот он ей заливает что-то там в уши, он ей что-то там втирает, да, кому она поверит больше? Вот как бы вопрос, да. А если получится так, что, допустим, ну хорошо, факт измены подтвердится, а вдруг ей будет, этой подруге будет неприятно, что вы стали как бы, ну, свидетелем или гонцом с этой нехорошей новостью, и ей просто не захочется с вами общаться. Я бы не стала. Я бы не стала, потому что все равно я считаю, что это ситуация, которая происходит между двумя людьми. И остальным лучше в эту ситуацию не вмешиваться. Не живем вместе, работает в другом городе, чувства остыли, редкие разговоры, развод поможет. Ну, слушайте, вы такие вопросы задаете, это же исключительно ваше решение. Здесь невозможно вообще что-то советовать. Никто вам никогда из специалистов напрямую не скажет: да, разводитесь или нет, сохраняйте брак. Исключительно по вашим ощущениям, исключительно по каким-то перспективам развития вашей жизни совместной, да, то есть если получается так, что в ближайшем обозримом будущем он будет продолжать работать где-то в другом городе, вы будете продолжать жить здесь или где вы отдельно живете, если вы действительно, вам не о чем разговаривать, да, то как это в перспективе, что вы еще год так живете? Как это в перспективе, что вы еще 3 года так живете? И вот из таких соображений смотрите на эту ситуацию. И если вы, в принципе, этот вопрос задавали своему мужу, да, ну, как бы тема для обсуждения, то, может быть, и он видит примерно так же, что да, окей, хорошо, слушай, ну, как бы я тебя очень уважаю, я вижу, что у нас что-то с отношениями, как будем быть, я, допустим, хочу в этом городе жить, но что-то вот тоже, да, просто быть честными друг перед другом. А может, у него другое видение. Может, он вам что-то такое скажет, что вас зажжет вновь романтику. И вы подумаете: да ну зачем? Действительно же, что все хорошо, он работает, он просто устает. Ну да, чуть-чуть отдалились, надо бы слетать к нему, съездить к нему, увидеться, да, пообщаться, полюбиться, помиловаться, что называется, восстановить вот это вот все, разжечь пламя страсти заново. Поэтому никто никогда вам не скажет. Если вам кто-то напрямую говорит: да, разводись, или нет, не разводись, ну, это такие советы, к которым я бы не стала прислушиваться ни в коем случае. Муж сказал, что я не даю стимула для развития и не прислушиваюсь к его мнению. И где вопрос? Да? То есть люди иногда так пишут, вопросы задают просто: муж сказал то-то, то-то, да? И я вот это вот как бы перекинула тебе, а ты, Алена, как-нибудь там решай. Муж изменяет, доказать не могу, выгоняю, не уходит, как говорится, и сам не ам, и другим не дам. Тоже вопроса нету. Я просто к чему, да, вот зачитываю, и вопроса нет, конечно, во-первых, я отвечать на них не буду. Во-вторых, я вот просто хочу заострить ваше зрительное внимание на этом моменте. Люди не умеют ставить вопрос. Люди не умеют ставить цель. Кстати говоря, у меня сегодня тоже был один диалог с подписчицей моей. Она пишет мне: здравствуйте, только вчера посмотрела ваше видео в YouTube и как-то была немного в недоумении. И скидывает мне там какую-то ссылку на там дочь Навального и так далее. Говорит: а этот сами тоже часть заговора Кремля? Я говорю: здравствуйте, вы с какой целью мне это пишете? И она отвечает: ну очень странно, как такая умная женщина, как вы, верит в конспирологию.
у меня возник некий диссонанс. Слышите, да? У меня возник некий диссонанс. Я решила вот этот диссонанс вывалить на вас, Алена Алексеевна, чтобы вы мне с этим диссонансом помогли разобраться. Ну, подтекст как бы такой получается. Как угодно можно отнестись к Навальному, но верить там тра-та-та-та-та. Ну, это как бы ее оценка моего этого, да. Никак не хочу вас задеть, просто захотела написать свои мысли вам. Понимаете? Я ей говорю, давайте вы как-то сами разберетесь со своим отношением и ко мне, и к этой ситуации. Она отвечает, я была уверена, что куплю осенью курс по саморазвитию у вас. И теперь эта ситуация как-то заставляет сомневаться. Ну, понимаете, один диссонанс, потом другое какое-то сомнение. Не надо было мне смотреть ваши видео. Я говорю, это как пойду зимой на зло маме на улицу без шапки, да? И вот знаете, что самое интересное, да? И человек продолжает дальше мне говорит, нет, но ведь нет гарантии, что и в этой теме не будет искажения через призму некоторых убеждений, все ведь взаимосвязано. Человек, как говорят, будем посмотреть, поразмышляют до осени. Господи, боже мой, да, в чистом виде шантаж и манипуляция. Да, хочешь – бери, не хочешь – не бери. К чему мне твои вот эти вот рефлексирования-то? И вот люди очень часто вот так вот общаются. Они не ставят для себя цель, как бы вот для чего вообще они выдают какую-то реакцию вовне. Или зачем они задают тот или иной вопрос. С какой целью задается тот или иной вопрос. Вот просто я так сказала, а что такого? Да? Я сказала, я поделилась мнением. Я тебя просила твое мнение мне в личку, в директ, в инстаграм-аккаунте писать. Ну, напиши здесь, под выпуском. Нет, человек пошел отдельно на мою психологическую страницу и начал мне там что-то затирать про свои диссонансы и какие-то удивления и еще что-то. Ребята, вы взрослые люди. Вот, конечно, как раз-таки людям, которые не могут определиться, да, не могут понять вообще, какие чувства испытывать к чему-то, мой курс действительно очень важный и нужен. Но я не собираюсь всем доказывать или всех уговаривать или оправдываться перед людьми. То есть вы поймите, с какой целью вы пишете. Вы пишете, чтобы что? Чтобы сказать, ты дура, Алена? Нет, я же вас не хочу задеть, да? Чтобы сказать, оправдайся передо мной. А почему я должна перед вами оправдываться? Ну, как бы во взрослом мире так не делается. Ну вот, я и не думала, что как-то манипулирую, и не ждала уговоров. А зачем тогда ты писала? Зачем? Точно так же, что очень часто женщины бывают в общении с мужчинами, тоже не понимают, зачем они что-то требуют, зачем они что-то спрашивают. Ну, мужчины такие тоже встречаются, не могут определиться вообще, зачем им это нужно. Задавайте себе вот этот вопрос, зачем мне это нужно, как можно чаще. У вас такая чистота в голове появится, это вообще прекрасное просто ощущение. Что делать, если я автоматически начинаю командовать мужем при других? Ну, во-первых, надо, конечно, разобраться, почему это происходит у вас автоматически. Если это ваша модель поведения, которую вы переняли из своей собственной родительской семьи, ну, сформируйте свое личное видение. Можно скорректировать. Не представляйте, что ваш муж – это ваша собственность или нашкодивший ребенок, которому вы делаете замечания. Это отдельная свободная личность. Если она вас не устраивает, оставьте ее в покое. А вот это вот тревожиться, закатывать глаза и переживать, что «Господи, Боже мой, да ничего-то ты не умеешь». Ну зачем? Возьмите себе другого мужа, который все умеет. Тем более, да, при других. Это, конечно, вообще такой запрещенный прием. Ни в коем разе. При других мужчину своего можно только похвалить. А критиковать его, командовать им тем более, это ни в коем случае. Не замужем, хочу родить второго ребенка тоже для себя. Это нормально. Но если позволите, я вам скажу, что нет, это ненормально. Ненормально почему? Потому что рожать для себя... Это очень плохая причина. Рожать нужно, знаете, когда? Когда вы встречаете мужчину, глядя на которого вы прям от всей души хотите прямо вот общий плод вашей любви. А просто для себя рожать, это вот, вы будете потом такой мамой, которой ребенок будет желать смерти, неосознанно, потому что вы будете той мамой, которая себя в жертву принесла, да. Я вот ради тебя, я тебя для себя. Кроме того, вы к этому ребенку будете относиться как к некому проекту. От проекта всегда ждут каких-то дивидендов. Да? Проект всегда должен быть идеальным. Это же мой проект. Я же его для себя рожала.
Для себя рожать ради 2% ипотеки, рожать ради мат-капитала, рожать дочку, потому что есть уже 2 сыночка, рожать сыночку, потому что есть уже 3 дочки, да, рожать... Что еще? Рожать, чтобы удержать мужа. Вот это вот все причины, по которым рожать на самом деле ненормально. Рожать надо тогда, когда у вас есть любовь во взаимоотношениях, и тогда, когда вы в целом не испытываете каких-то таких сложностей финансовых для того, чтобы прокормить и себя, и ребенка, и семью, все. И вот эти вот 2 причины как бы основные, по которым нужно рожать детей. Почему я, собственно говоря, и не люблю все эти дни матери, когда начинается материнство и так далее, и тому прочее. Вот как бы затирается вот эта идея не очень адекватная, на мой взгляд. Материнство само по себе, да, это, конечно, это прекрасный процесс, это прекрасная пора, это прекрасное время, это прекрасно эмоционально, это прекрасно, я не знаю, там, духовно, да, но слишком уж все это гипертрофировано в нынешнее время. Поэтому очень хорошенько думайте перед тем, как рожать для себя особенно. Для себя это не очень правильно. Так, на сегодня это все. Это все. И я, кстати говоря, да, хочу сказать, что у меня на днях выходит методичка по отношениям. Это вот мой бестселлер. Если мы успеем, то, может быть, прямо вместе с этим выпуском будет размещена ссылка, по которой можно будет ее приобрести. Или я ее докручу чуть попозже, потому что, сайт еще, по-моему, мы не успеваем к выходу этого выпуска запустить. Вот. Какие вопросы еще? Как теперь реагируете на этот формат? Насколько он вам интересен? Очень много, кстати говоря, написали людей в Инстаграме, в Директ о том, что вот такой формат выпуска им очень даже зашел. И я очень даже рада. Я, конечно, с большим нетерпением и прям вожделением жду, когда же у меня будет возможность взять интервью у нескольких интересных людей. Как только появится, так сразу вы увидите эти интервью здесь, на канале. А пока я также все равно по традиции приглашаю вас подписаться, поставить, нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о каждом новом выпуске. И не забывать, что меня смотрят думающие люди. Пока!